Я в Красноярске. Сделали мы ТО. Большое было. Меняли и антифриз, масла. Все поменяли. Но нашлись там еще очень много недостатков, которые нужно устранять. Машина новая уже. Поменяли еще прокладочку на поддоне у нас вторым днем, так как здесь была. Также обнаружили у нас течь гидроусилителя. На это нужно время, чтобы устранять. У нас времени не было, потому что мы груженные. Нужно вести груз. Мы, наверное, после того, как мы разгрузимся, там решим также эту проблему. Также написали в рекламации, что нужно поменять подушку заднюю правую на тягаче. Тоже начала уже подпускать. Поменять левый амортизатор задний, вытек весь. Не поменяли амортизатор, потому что в наличии не было. Так бы поменяли, в принципе. Там недолго. Так, по прицепу ничего не сделали вообще. На ту стоимость мастерскую, которую мы должны были его оставить, сказали, без того, его оставлять без машины. Мы ничего не проверим, ничего не сделаем. Пришлось опять отцепиться и, точнее, не рассыпаться. Пришлось срулить там в сервис и там делать того. Хотя нам сказали там же, что чехловый прицеп у нас не могли сделать. Мы все ремонтируем. Ну, так как-то решил ответственный за ТОшки, за ремонты. Не виднее. На улице у нас минус 10. Проехали Ачинск. Скоро уже там Кемерово будет. Напарник лег отдохнуть. На улице минус 1. И Уральским гором уже скоро. Бочка сползла. Остановился на обочине. Наружники просто обочину сталкивают. 1,5 метра обочина, а потом кувет начинается. Многие так заваливаются, даже на легковых машинах. Вот мы и долетели почти до Челябинска. Уже Карполи остались. Вот так вот на улице здесь. +1. Тепло. Хорошо. Блин, вообще бомба. Машинка у нас такая чуханская. Стекла помыл. Фонарики пробежался, помыл. Все залепило. Уже асфальт сейчас почище стал. Так не будет сильно залеплять. Боковые у нас чистенькие. Направили полные баки. Сейчас мы находимся на объездной Челябинска. Сейчас объедем его и попрем на Уральские горы. Ну, погода, блин, конечно, шикарная. Хотя с стороны Уфы смотрел, идет там циклончик, идет на Уральские горы, но не знаю как. Успеем проскочить, не успеем, или как что получится у нас.
Блин, ну погода вообще радует. Весна уже прям практически. Так вот ползем. На улице тепло, дождик идет. Тает все. Весна. Это уже машинки ползут. Случилось, сейчас посмотрим. Дорога смерти. Дороги, где я. Еще тоже колонна. Все еле Удобно, мы влезть. Нет, все так. Ой, хотел так. Ну, лучше машина стоит на аварийке. Наша сторона сейчас. Это газелька какая-то такая небольшая вроде. ХЗ. Короткое замыкание. Делько. Он не мешает, в принципе, машинка на аварийке. Нет, это что спереди, не знаю, это встретил. Владимирский Централ, ветер северный. А, что там? Коллега что? Отломался. Вчера ночью ехали за самосвалом. Перед нами ехал самосвал, колесо взорвалось прямо. На глазах у нас. Медленный газ даже не топил. Догоняют, наверное, блин, и останавливаются.
где двери открывать, бля, вообще голова не есть. Ты, бля, по своей полосе езди, двери открывать, бля. И все у тебя будет нормально, бля. Вот за своей головой смотри, бля. Вот ты уехал, бля, я тебе сейчас показал долбоеба, блядь. В натуре потом в воробьях Сибирских показывал, ослина ебаная, блядь. Да, блядь. Вы, ребят, показали взаимоуважение, блядь. Водители к водителю. Уехали, не слышно. Так я и говорю про взаимоуважение. Если б думал о других, то, блядь, так бы не сделал бы, наверное. Открой осел, блядь. Вот и поговорили. Так вместо того, чтобы, блядь, извиниться, такие шахуями человека может. Мясо, блядь, я с улицы заходил, блядь. С улицы захожу, блядь. Этот гондон сигналит мне, блядь. На то и, блядь, ебучку разбить, блядь. Вот так вот парни просто стоят. Уже 12 километров едем. Километров 5. Вот вам и праздничный день. Стоят и стоят и стоят и стоят. Просто из-за дороги хреновой. Дорога произошла. Ползем еле-еле. Уже минут 30, наверное, ползем. Вот там у нас сзади. Все понимающие, никто не лезет. Блять, своих чайников материм свои, вон что, блять, ебашат, лезут на прополую, нахуй. Яма здесь в луже. Повнимательней. Я вам простое говорю. Свои носки. Все остальное, вот работу по дому делает жена. Кто согласен? А перед Казанью он развалился на железяке лег, блядь. Я кричу пацанам, говорю, блядь, на чем вы идете, у вас, смотрите, левая полоса, авария. Он за мной едет, говорит, а какая авария была, на Челне у нас, на Казани авария вот была. Я говорю, ты что, блядь, по пиву проезжал, не видел, что ли, говорю, аварию? Левая полоса пивом завалена, только по правой проезжали, блядь. Этот фур валялся, да, с пивом-то, видел, я вчера тоже ночью обещал. Ну, эти ебаные уже на легковых поставали, мародеры уже, блядь, уже стояли, блядь, на взлете, нахуй, пиво собирать, блядь, полторашки, блядь. Хули, раскатали, ебаная, проехал, нахуй, полчаса в кабине воняло, не меньше потом, блядь. Вчера там... Так как стояли с другой стороны, блядь, там, где нахуй нету фура, там, где, блядь, сука, придурки, прицеп валялся на дороге, никого не было, ни знака, ни хуя, блядь, чуть в темном месте, блядь. А менты, сука, стояли, говорят, на другой стороне, легко можно было туда вхуячиться, блядь, в общем прицеп, блядь. Я почему и кричал, блядь, ехал до самой Казани, говорю, блядь, ебаного, предупреждал народ, блядь. Вот, наверное, вот, блядь, и частники или кого увидели, айда, хули, менты же не видят, айда натаскали, хули. Ну, реально, весь народ на другой стороне стоял, блядь. А они в сторону Казани легковушки стояли, ебаные. Там хули метров на 100 раскаталось все, нахуй. Хуя, блядь.
Равно делают дороги, вот оно и стоится. Снегоходчик. Я вчера была твоей, а сегодня Мишкина. Мишки, как сосна на картине шишки. Я вчера была. Вот дорога. Вот прям бордюром едем разделительного. А, мальчик, заходи. Благодарю, удачи. Давай, там что-то он скоро и за тобой идет еще. Ради ДТП, блядь, Ну тоже смотрел, где обещанное. Даже на это на камеру И где ДТП. пиво нахуй? Пиво там, где, помнишь, ехали, баклажки валялись. Там пиво валялось. И целое. Я же тебе говорил, что пиво будешь? Ага. Нет, баклажки я видел. Вчера, говорит, там думаю, перевернулся. Какой ряд проходной? Левый, правый. Всего моста кататься. Ямы. Все, проехали. ДТП что-то не обнаружено было. Просто яма. Вот и дождались мы разгрузочки. Затолкались кое-как. Вот что-то тесно все. Время, я скажу точно, 16 часов по Москве. Находимся мы в самой Москве, на Алтуфьево. Сколько будут разгружать, не знаю. Надеюсь, до ночи разгрузят, чтобы на базу срулить. Обновочку-то прикупился. Точнее, не себе, а кормилицу. Лампочки. Светает солнышко, плюс 2. Так что будем ожидать документы. Машины ездят, уже покупают, уезжают. Стояли, ждали, пока, короче, распродажа закончится. Хотя машины вроде позакончились, начали, будут, сказали, разгружать. Потому что надо им продавать, а нас им как бы все равно. Ну что, сейчас заехали, подождем. Вчера нашел, менялись ночью уже на трассе, обходили машину, смотрю, что-то шипит сильно вообще прям. Залез, задняя подушка на заднем мосту на телеге, правая, нет, левая, блин, вообще сильно шипит, залез, там дырка прям рукой вообще сильно чувствуется. Не знаю, машина стоит 15 минут и все, и воздуха нету, падает вся. Так что будем опять ремонтироваться. Ну, мы говорили, что где-то там шипит. Просто до этого так не шипело сильно. А сейчас прям чувствуется рукой. Пролазил, до этого смотрел. Прицепного не делали в Красноярске. Вот сейчас будем здесь что-то думать, не знаю. На базе нам что, колесики надо подменить на ведущей оси. Выехали мы с базы Стамилина. Поперли на ремонт в Global Truck. 21 километр нам. Помыли с баклажек опять машину всю. Чистенькая ласточка. Так что доедем завтра в 8 утра. Будем ремонтироваться. Простояли мы весь день сегодня. Помыли машинку так туда-сюда там. Шаманились.
Сходили, постриглись. Вот такие в Москве вот бугры. Никто ничего не убирает, ждут, пока само все растает. Нам теперь надо еще найти КамАЗовский магазин, кое-что купить. Да ехать так пролезешь. Жив, блядь, аж бегом нахуй. Да это нормально так пролезешь. Тут Маленько, чтоб двинулись нахуй. А джип как уж, блядь, обратился быстрее, нахуй. Сначала ехал далеко, между машинами. что, место. туда поедем, влево, объезжать? Как там показывают? А потом, ну, блядь, сколько время показывает. Не знаю, сколько мы там будем стоять. Там просто, я тебе говорю, ремонт. Я тогда ехал, там был ремонт. А по жизни здесь ремонт. Тут тоже? Ремонт по жизни. Ну там вот этот выезд, и там светофор, он вообще быстрый прям. Сейчас на улице мороз был, солнышко на улице сегодня хорошо. Поэтому и напидорили машинку с утра. Ну, обшили мы руль. Вот. А тут та облетка у нас стала уже деревянная. Это мягенькая стала. Прям на нее еще один слой намотали. Мотали в Карпачево, павильон номер 10. Так что, если что, кому надо, заезжайте. Кто мимо проезжает, мотают там быстро, минут 20. Все готово. Ну, Москов. Это не были 40 дней в Москве, блин, и еще столько уже неохота быть. Одни пробки, блин. Прибыли мы. На стояночку заехали. Автосервиса. Завтра в 8 утра. Будем заезжать на ремонт. Будем ремонтиться. Вантрак, бус, даже вот КамАЗы. Можете прямо сейчас оформить, блядь, нахуй. Делаются. Ну давай, оформим. Время почти 10. Никуда мы еще не заехали. Вот так вот стоим. Что-то какая-то тишина. Заезжают другие машины на ремонт. Машинка у нас такая чистенькая. Встали 7:30. Но что-то думали 8 заберут машину и нифига не забирают. Зато вот приехали маны новенькие, пригнали. Сказали, с Европы гонят, вроде с Германии что-то. Вот такие вот красавчики. Вчера не было, сегодня утром уже подъехали они все. Пригнали. Там вон 2 Вольвы стояло, загнали их на обслуживание или не знаю что там. Вон там еще стоят, вон синенькие. Напарник пошел узнавать, что там за проблемы, чего нас не загоняют. Не знаю, сегодня вообще нас сделают, не сделают, потому что там делов очень много. Вот так вот, маны новые, а морда, блядь, вафлевая. Блядь, краски не хватило, чтобы, блядь, покрасить. И у всех, главное, у всех такая. Чтобы, наверное, морда не оббивалась, заказывают такие-то. Вот так туда.
Красавчики прям. MAN TGX 440. Блин, ну красиво, красиво, конечно. Навье. Сеточки в радиаторах стоят, чтобы радиаторы не побиты были. Ой, классные. Да, вон, бумажечки. Подходили к перегонщикам, сказали, что с Германии вроде пригнали их. Навье. Красота. Блеск. Сейчас будем ожидать, посмотрим, что там, как там. Чайку попили. Где тут, что тут, какие зал ожидания. Вроде бы опять тоже внизу сидеть на кушетках, блядь. Ничего такого нормального здесь нету. Ну, столовая вроде есть. Будем узнавать еще. Ну так, подведем итоги первого дня ремонта. Сегодня уже второй день будет. Поменяли нам на рефе габаритики верхние, впереди которые не светились. Сейчас все работает, все светится. Вроде поменяли как датчик, сказали, АБС-а. По подушке сменили нам подушечку. Причем вместе со стаканом. О, новенькая стоит. Вроде тоже перестала шипеть. Прицеп поднятый. Габаритики светятся у нас. Поставили новые. Тоже не сгорело. Сейчас будем отцепляться. Что, отцепиться хочешь? Так неудобно одной рукой все это делать. Я спрошу и не понял, блядь, обратиться с того желтый горит, блядь, двигатель на. Все, отпускай, езжай. Новенькие габаритики у нас. Хорошо. Сначала выехать чуть-чуть. Все, отпускай. Отлично. Пойдемте. Поставим ручничок. Хотя площадка ровная, но на всякий пожарный. Прицеп у нас вроде все. Осталось на тягаче поменять амортизатор и подушку. Вот и все. Отцепились. Маны из Германии.
стоят. Не, ну конечно морда, то, что у них не крашеные, это вообще, блин, ну не айс. Ну что, третий день мы на ремонте. Вчера у нас машинку забрали где-то в 4, по-моему, да, 4 забрали, в 11 выгнали, отдали, поменяли только одну подушку. Вот. Усё. И все. Вот амортизатор как был потекший, так он и есть. Позавчера у нас сделали прицеп только. Поменяли габаритики и поменяли тоже одну подушку. Ну, с этим ковырялись весь день. А что-то я не в восторге от МАН-сервиса.